Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 55 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Я попрошу наших режиссеров сейчас вывести ссылку на экран. И пройдя по этой ссылке, вы можете выбрать уровень поддержки, станете членом большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студії. Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина». Пане Ярославе, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Здравствуйте. Я предлагаю наш эфир начать со следующих новостей из временно оккупированного Крыма, которые связаны непосредственно с последними репрессиями в отношении крымских татар. В Крыму вот заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла поставили на учет в крымском СИЗО как склонного к терроризму и экстремизму. Российские оккупанты содержат Джеляла в специальном отделе изолятора Симферополя. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Николай Полозов. Вот его цитата. Буквально напередодні нашої зустрічі Наріману повідомили, що його поставили на облік як особу, схильну до терористичних та екстремістських злочинів, що явно свідчить про повне незнання співробітниками СІЗО принципів кримінального процесу і такого поняття, як презумпція невинуватості. Звісно ж, всі подібні незаконні адміністративні рішення ми будемо оскаржувати. Ну вот где Нариман Джелял, первый заместитель председателя Меджлиса крымского народа, интеллигентнейший, образованный человек, и где склонность к терроризму и экстремизму? Ну, в современной России, во-первых, вот это вот и федеральный список экстремистских материалов, и государственная политика касаемо терроризма, она выписана таким образом, чтобы туда еще попадали все политические и вот эти вот гипотетические политически неблагонадежные. В контексте Крыма мы уже с самого начала оккупации видим, что на самом деле Российская Федерация пытается всячески создать некие альтернативные крымско-татарские структуры, которые будут отдельно от Меджлиса существовать, там влиять как-то на социально-политическую жизнь крымских татар. Меджлис всячески вытесняется, в том числе такими методами, чтобы вот эти вот альтернативные структуры имели некую монополию влияния на жителей Крыма и вообще на саму крымско-татарскую повестку. Потому что если России удастся реализовать этот сценарий, то в конечном итоге, например, любое заявление с украинской стороны, они могут выставлять своего представителя крымско-татарского народа, который скажет, что нет никаких репрессий, нет, что это там действительно террористы, что там его народ действительно там поддерживает оккупацию и т.д. и т.п. Поэтому у этого есть как такой значительный стратегический компонент с самого начала оккупации Крыма. Во-вторых, в Российской Федерации скоро будут выборы в Государственную Думу, и безусловно, что перед выборами все сопутствующие структуры, они получили указание так или иначе пресекать любую оппозиционную деятельность, в том числе превентивно. И мы понимаем, что когда государство, по сути, командно-административное, это происходит таким образом, что там Путин или Бортников, начальник ФСБ, дает указание вниз, кого-нибудь прессануть. Да? И чаще всего бывает так, что арестовывают тех, до кого просто физически дотягиваются. Опять же, при нынешнем российском законодательстве нарисовать статью о терроризме практически любому лицу, вовлеченному хоть в какие-то политические процессы, не так и сложно. Ну вот
Вчера ФСБ сообщила о том, что якобы представительский орган крымских татар вместе со службой безопасности Украины организовывала и планировала организовать на территории Крыма какие-то протестные акции. И все же мне интересно, как вы думаете, вот то, что происходит сейчас в Крыму, эти заявления ФСБ, то, что они выкладывают видео с участием Асаны и Азиза Ахтемовыми, которые вынуждены там говорить то, что им в принципе написали под пытками, да, то, что мы видели вчера и так далее. Это все всего лишь потому, что идет некая такая месть за крымской платформой, как говорят многие украинские топовые политики, начиная с президента Украины Владимира Зеленского, или же они вот этими заявлениями по Меджлису и так далее придумывают какую-то новую форму давления на представительские органы. Почему именно сейчас? Ну, на самом деле... В такой гипертрофированной форме. Да, вот эта вот российская борьба с Меджлисом, она, в принципе, не прекращалась особо никогда. Да, конечно. Но крымская платформа, она дала возможность хоть как-то осветить тематику Крыма, в том числе коренных народов, прав человека, в том числе и политических прав на оккупированном полуострове. Поэтому, безусловно, Российская Федерация понимает, что самое главное в данной ситуации обрезать каналы информации, да, из Крыма в Украину, чтобы, ну, такие люди, например, как Джилялов, которые могут из первых уст приехать, что-то рассказать, что будет потом тиражировано в мире, чтобы они хотя бы не имели возможности это сделать, потому что у России сейчас нету полноценной какой-то активной информационной повестки по Крыму. То есть максимум, что может делать Россия в международном информационном пространстве, это оспаривать как бы факт нелегитимности самой оккупации, и не более. То есть каких-то полноценных аргументов нет. Аргументов против как раз международных кейсов очень много, потому что регулярно происходит какое-то там вопиющее нарушение прав человека и всего чего угодно. Поэтому не существует на самом деле для России сейчас какой-то рамки реагирования на крымско-татарский вопрос, да, кроме как вот этой вот глухой, максимально радикальной, вот такого радикального применения спецслужб против, ну, и граждан України в том числе. Я предлагаю підключити к нашому ефіру пані Олену Сотник, народну депутатку України 8-го скликання. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Олена, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Пани Олена, сегодня мы видим, что страна-агрессор Россия, которая является членом ОБСЕ, делегация, которая представлена в парламентской ассамблее Совета Европы, в Совете Европы, которая является членом Организации Объединенных Наций, ведет себя как террористическое государство, на территории которой нарушаются все человеческие права, которые могут быть и которые вообще существуют, где люди в погонах являются преступниками, а за стенках ФСБ сидят абсолютно ни в чем не виноватые люди. Вот как в данной ситуации должен реагировать мир? Что он должен предпринимать и делать в отношении России, и почему он этого не делает? Дуже складне питання. Я думаю, що з іншого боку, напевно, і дуже просте. Я думаю, що ключове, що має робити світ, це, по-перше, визнати реалії. Тому що дуже часто ми зараз навіть в заявах деяких світових політиків, які декларують демократичність власних держав і свою вірність принципам демократії, правам людини, на превеликий жаль, вони просто або оминають питання Росії, або закривають очі на велику кількість таких порушень. В тому числі давайте згадаємо історію останню, яка прогриміла по всьому світу, пов'язану з Навальним, його затриманням. Було дуже багато негативних таких виплесків. Навіть санкції вводилися, наприклад, з боку тих же Сполучених Штатів Америки. Але в результаті для самої держави Росія якихось суттєвих наслідків це не мало. Я маю на увазі негативних суттєвих наслідків. Так, ці санкції носили якийсь конкретний характер до конкретних особистостей, а от по відношенню до Росії жодні заходи міжнародного впливу застосовані не були. І тут ключове питання, яке, напевно, треба задати, а чому так відбувається? Чому світ не готовий відкрито, відверто протистояти порушенням всіх демократичних норм і принципів прав людини, міжнародного законодавства, міжнародного права з боку Російської Федерації. І у мене
Є не те, що це декілька версій, просто напевно для різних країн тут трошки різні відповіді будуть. Але от як колишня якраз учасниця нашої делегації до парламентської асамблеї Ради Європи, я від багатьох своїх іноземних колег, коли вони повертали цю делегацію, я нагадаю, що вона протягом майже 5 років не була в складі парламентської асамблеї, і дуже справедливо вона там не була, тому що я не думаю, що країни, які порушують принципи міжнародних організацій, мають право бути учасниками цих міжнародних організацій. Але коли ми ставили питання нашим іноземним колегам, чому замість того, щоб навпаки виключати такі організації членства, вони ігнорують, вони просто навіть відверто і відкрито порушують ваші правила, устави і так далі, то ми чули дуже цікаву відповідь, яка для мене виглядає дивною, що як по-іншому вести з ними діалог. Якщо ми зараз їх повністю виключимо до цього міжнародного простору, то вони стануть ще більш некерованими. У нас не залишиться майданчиків, де ми могли з ними розмовляти. І от у мене завжди до колег була єдина відповідь. А до чого призвели розмови з Російською Федерацією? Вони взагалі мають якийсь позитивний ефект? Мені здається, що чим більше Російською Федерацією намагається повернути, в демократичні родини, тим більше і відвертіше вони починають ігнорувати всі принципи, тим більше вони починають тестувати міжнародну спільноту, міжнародні правила і права, і тим більше вони стають некерованими. Тому тут ключове питання, чи відчуває світ взагалі загрозу, ви правильно назвали, від фактично терористичної країни, яка може піддати терор будь-яку іншу країну. І ми з вами чудово розуміємо, що на відміну від відкритих військових дій, де ти можеш і розумієш, хто твій ворог, то коли діють якісь заходи терористичного формату, то це можуть бути і гібридні загрози, це можуть бути і кібербезпеки, кіберзагрози, тобто це і питання тієї ж пропаганди, це і питання дезінформації, багато інших на сьогоднішній день вже інноваційних способів терору, які Російська Федерація дуже активно застосовує. Вы упомянули парламентскую ассамблею Совета Европы. При прошлом созыве Верховной Рады Украины вы были там, вы были представителем украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Вот по линии ПАСЕ, что можно сейчас сделать в связи с последним обострением ситуации в Крыму? Что нужно было бы сделать? Насправді, я вважаю, що наші колеги, які зараз є народними депутатами і членами делегації, не мають залишати спроб притягнення до відповідальності, в тому числі в цій організації Російської Федерації. Для цього є устав, для цього є можливості обмеження повноважень і інші заходи, які вони мають хоча б як політичний сигнал постійно посилати. Це перше. Другий момент, звичайно, це звернення до уповноваженої по правам людини, яка зобов'язана моніторити, яка зобов'язана реагувати на всі такі порушення. Більше того, нагадаю, що вона особисто обіцяла, що Крим буде однією з ключових її точок уваги, що вона буде постійно моніторити, що приїде з відповідною місією, і це буде один з її пріоритетів. На превеликий жаль, на сьогоднішній день я якихось жорстких заяв з боку повноваженої не бачу. І третій момент, який, я вважаю, Україна як держава має робити, я не знаю, чи обговорювалось колись у вас це питання, але нещодавно Російська Федерація подала проти України позов до Європейського суду з прав людини. Да, конечно. Да. Де фактично перекрутила всю історію, всі ті порушення, які вчиняють вони на окупованих, на анексованих територіях, вони намагаються приписати Україні як суверенній державі, до якої належать ці території. І де-факто це такий теж гібридний спосіб і маніпуляція
і фактично відвернення уваги від того, що порушником всіх цих правил, всіх цих прав є сама Російська Федерація. Так от Україна, як держава-член, як взагалі держава, яка притримується конвенції і підтримує і ратифікувала конвенцію про права людини, вона має, не просто може, вона має з відповідним обґрунтованим позовом, я вважаю, системним, і в нас достатньо для цього зібрано фактів, доказів порушень з боку Російської Федерації, посадових осіб, конкретних органів влади, порушень прав людини як на територіях окупованих, так і анексованих. От ми, як держава, маємо звернутися з позовом, розставити цим позовом крапки над «і». І я вважаю, що це має бути чи не пріоритетом, ключовим пріоритетом, особливо після Кримської платформи, коли ми отримали таку велику кількість підтримки міжнародної на топовому рівні. Це зараз от саме правова площина має стати ключовим пріоритетом для української держави. Дякую вам дуже, пані Олена Чухсаголовна, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олена Сотник була з нами на прямому зв'язку, народний депутат України 8-го скликання та перша заступниця голови комітету з юридичних питань і прав людини УПАРЕ. А тем временем Европейский парламент поддержал жесткий доклад о будущем отношений Евросоюза с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента и Министерства иностранных дел Украины. Текст одобрили 494 представителя, 103 проголосовали против, 27 депутатов воздержались. Полный текст принятого документа еще не обнародован, но в сообщении, опубликованном Европарламентом, приводятся ключевые его положения, которые я бы хотела зачитать, а именно различать российские власти и российский народ, поддерживать демократические тенденции в России и гражданское общество, но быть готовыми принять санкции и противодействовать потоку грязных денег из России, избавляться от энергозависимости. Нынешнюю власть в этом докладе называют стагнирующей авторитарной клептократией, возглавляемой пожизненным президентом в окружении олигархов. Также призывают не признавать результаты будущих выборов в Государственную Думу, если они будут проведены с нарушением демократических принципов и международного законодательства. В Украине уже отреагировали на эту резолюцию парламента Европы. Давайте послушаем цитату руководителя украинского внешнеполитического ведомства. Для нас дуже важливо, що документ відзначає неможливість повернення до нормальної співпраці, те, що називають «business as usual», поки Росія не припинить агресивну політику і гібридну війну проти ЄС, країн Східного партнерства, до яких відноситься і Україна. А територіальна цілісність Грузії, Молдови і України не буде відновлена в рамках міжнародно визнаних кордонів. Пане Ярославе, как вы считаете, какова вероятность того, что Европарламент не будет признавать легитимными результаты выборов в Государственную Думу, по крайней мере, из-за нескольких позиций. Первое – это Крым, оккупация. Из Крыма делегирует Верховную Раду так называемых депутатов. И вторая, естественно, это паспортизация Донбасса и то, что с Донбасса везут представителей ОРДЛО, жителей, которым раздали эти паспорта, для того, чтобы те голосовали на выборах в Государственную Думу. Это нарушение, это понятно. Но готов ли Европарламент не признавать легитимными эти результаты? Я уверен, что Европарламент, скорее всего, не будет признавать результаты выборов Российской Федерации. И кроме заявленных причин, есть еще две важных. Во-первых, понятно, что это все будет проходить с максимальным количеством фальсификаций, без нормальных наблюдателей, возможно, с массовыми арестами, с избиениями, с нападениями на журналистов, со всем чем угодно, то есть что обычно в России и Белоруссии происходит. Но есть еще, к сожалению, такой фактор, что на самом деле Европарламент это орган, который по сути лишен управленческих полномочий. То есть это вот именно представители стран Европы, да, и они в первую очередь генерируют вот такие заявления, ориентированные действительно на ценности. И в Европарламенте есть стойкое проукраинское большинство, по большинству актуальных для Украины вопросов. В первую очередь это Европейская народная партия, Европейские консервативные
консерваторы и реформисты, альянс либералов и демократов и социал-демократический альянс. Самые крупные партии Европарламента действительно поддерживают Украину в большинстве важных для нас вопросов. Однако в то же время Европарламент сам по себе лишен какого-либо, например, решающего влияния на ту же Еврокомиссию, которая де-факто является правительством ЕС. В то время как в классическом обычном государстве кабинет министров, правительства, они являются подотчетными парламенту, и парламент может проголосовать за их отставку. Так. В Европейском Союзе, да, поскольку это, во-первых, не государство, это надгосударственное объединение с такими квазигосударственными какими-то чертами, этого нет. То есть Еврокомиссия и Европарламент, они де-факто разорваны как два политических организма, и вот реальная политика, вот та вот, основанная на газе, на оружии, там, на каких-то макроэкономических показателей. Еврокомиссия. Да, она рассматривается Еврокомиссией. Но зато у Европарламента есть такая своя отдушина. Это действительно вопросы прав человека, вопросы, связанные с оккупацией, вопросы, связанные с агрессией, там, в том числе и с правами женщин, например, с правами религиозных меньшинств, свободу на исповедание там, и свободу совести и т.д. и т.п. То есть на самом деле Европарламент это не парламент в классическом смысле, да, как парламент государства, потому что ЕС это не государство. Но это такой источник генерирования политических дискурсов, да, для той Европы, которую, наверное, сама Европа хотела бы видеть. То есть это в большей мере такой эксперимент европейских стран для того, чтобы создать поле коммуникации, там вырабатывать какие-то месседжи и нарративы, независимо от национальных рамок, вот они там объединяются более по идеологическому признаку, и как-то пытаться в этих рамках самой Европе сосуществовать. Но если мы предположим, что Европарламент проявляет такую четкую принципиальную позицию на деле, действительно не признает легитимными результаты в Госдуму, чем это чревато для России? К примеру, повлияет ли это на ее представительство в таких организациях, как Парламентская ассамблея Совета Европы, как ОБСЕ и так далее, так как Госдума делегирует из числа своих депутатов туда представителей, и теперь можно сказать, что в случае, если Европарламент принимает такое решение, то там они представлены не будут? Нет, потому что это все сепарированные друг от друга организации. Совет Европы, так, объясните. Совет Европы это вообще структура, не имеющая прямого отношения ко всей конструкции Евросоюза. В Совет Европы входит и Украина, и Россия, и Великобритания. То есть Совет Европы это действительно такая реально континентальная рамка, да, которая лишена какого-то политического наполнения, как, например, Европейский Союз или НАТО, или там Евразийский какой-то союз. ОБСЕ – это, по сути, организация наблюдения и мониторинга, и мы на самом деле понимаем, что решение Европарламента, оно не будет решающим и директивным для ОБСЕ, потому что ОБСЕ существует как бы в своей отдельной реальности, оно не получает... А кто им дает мандат ОБСЕ, представители? Во-первых, Еврокомиссия, во-вторых, они существуют как такая конкретно европейская структура по управлению рисками, да, по мониторингу рисков, но в то же время сам Европарламент управленческой структурой не является. Тогда в чем смысл? Смысл Европарламента? Да. Я же говорю. Принятие такой рекомендательной декларации. Да, вот именно Европарламент, он создает некую рамку, в первую очередь, ценностную. Да? Европарламент, он не скован вот этими вот идеями, что им нужно немедленно газ, потому что у них избиратели замерзнут зимой, да? И они не будут принимать решения, которые идут вразрез с ценностями Европейского Союза, в отличие от Еврокомиссии и национальных государственных Но тем не менее, стран. даже если они делают какое-то решение, принимают какое-то решение, то инструментов имплементации этого решения не предусмотрено, так получается? В широком смысле нет, но есть нишевые вопросы, да, потому что Россия, например, часто пытается легитимизировать свои выборы через привлечение в том числе депутатов Европарламента или европейских политиков, обычно от крайне левых или крайне правых партий из Италии, из
Германии или из Франции, Венгрии иногда, которые посещают там в качестве каких-то там наблюдателей, да, эти все мероприятия, связанные с выборами, но они никак не аккредитованы. И вот как раз тут Европарламент может выносить им дисциплинарное взыскание, если кто-то из депутатов Европарламента, к примеру, будет участвовать в таких мероприятиях, как наблюдатель, да, потому что для того, чтобы поехать наблюдателем от Европарламента, как раз нужно получать аккредитацию Европарламента. Понятно, что Европарламент никаких миссий в Россию не будет отправлять, но Россия может в частном порядке покупать таких радикальных пророссийских депутатов, привлекать их, в том числе особенно на территории Крыма, потому что присутствие иностранных политиков пророссийских на территории Крыма тоже используется Москвой как инструмент легитимации самой оккупации. И тем не менее мы действительно в этом докладе увидели довольно такое нестандартное, жесткое, не детское заявление. Они назвали Россию стагнирующей авторитарной клептократией, там в окружении олигархов, пожизненный президент, да, и так далее. Довольно жесткая такая формулировка, можно так сказать. И вот многие аналитики в этом контексте говорят о том, что Европа начинает понимать и просыпаться, и осознавать те угрозы, которые представляет Россия. Это так, на ваш взгляд? Я бы сказал, что на самом деле в Европе очень между собой разделены вот эти вот инструменты реального какого-то консенсуса или конфликта и инструменты генерирования ценностей и дискурса. Потому что мы понимаем, что парламент Франции, там, например, завтра может принять что угодно против России, там, если произойдет какое-то нападение на важные для Франции ценности, да, например, там какие-нибудь права ЛГБТ, да, что Франция активно отстаивает. Но в то же время какая-нибудь французская корпорация Total будет добывать спокойно в России там, полезные ископаемые, потому что обеим сторонам это выгодно. Или российские ЧВК будут охранять французские интересы Центральноафриканской Республики. Да? Но это не отменяет того, что в Европейском Союзе есть конкретная прослойка политиков. Да? Пускай они отрезаны от того, что они должны принимать немедленно какие-то сверхважные решения, да. Но они как раз за счет того, что они отрезаны от вот этой потребности, от оперативки вот этой вот, они имеют полное право давать вот такие острые ценностные суждения, и в том числе активно они по уйгурскому вопросу комментируют, хотя сам Европейский Союз в это же время с Китайской Народной Республикой довольно активно сотрудничает. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представители ООН проигнорировали участие в саммите Крымской платформы по политическим мотивам. В связи с этим он обвинил организацию в защите интересов России, нарушающую, собственно, международное право. Давайте послушаем цитату Дмитрия Кулеба. Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру і безпеки. Коли ми бачимо участь таких організацій, як Рада Європи, як НАТО, як ГУАМ у саміті Кримської платформи, а ООН свідомо цей захід ігнорує, то це говорить нам і про стан справ у самій організації, і про розуміння ним своєї ролі і місії у світі. Це неправильне розуміння, яке ми будемо міняти, тому що потрібно захищати принципи, а не интересы окремых держав. Кулеба уже, можно так сказать, добрался и до Организации Объединенных Наций. До этого было и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз. Он говорил о том, что доверия у Киева уже, словам обеспокоенности со стороны наших западных партнеров нет и так далее, и по США. И вот сейчас ООН. Справедливо? В целом да, потому что на самом деле ООН это не та организация, от которой мы можем ждать каких-то решений на основе ценностей демократии, там, всечеловеческого единства, равенства, там, я не знаю, каких-то классических ценностей европейской философии, опять же, потому что ООН, да, например, в отличие от НАТО, да, если НАТО это политический блок, военно-политически основанный на конкретных ценностях, а даже быть точнее, на интересах конкретной группы государств, которые там промотируют какой-то свой набор, да, там демократия, капитализм, там и т.д. и т.п.,
то ООН это как раз с точностью да наоборот. Попытка за один стол усадить всех и попытаться, чтобы они там друг друга не перестреляли. Да? И факт присутствия в ООН на самом деле это не тождественно соответствует каким-либо ценностям. Факт присутствия ООН – это тождественно просто признанию государства как государства на мировой арене и не более. И во вторую очередь… После Второй мировой, извините, вас перебила, после Второй мировой войны была создана как организация для защиты мира и установления безопасности. А сейчас то, что творится, мы видим, когда есть страна-агрессор, Россия, которая нивелирует все международное право, нарушает все договоренности, не выполняет никакие абсолютно резолюции, которые в том числе и приняты в Организации Объединенных Наций, у которой есть уже какие-то ценности, не дискредитирует ли это ООН вообще как структуру? На самом деле проблема в том как раз, что ООН изначально и создавалась там 45-46 год как идея президента Рузвельта, чтобы усадить Советский Союз и Запад за один стол, как раз вот с той целью, что у вас очень разные ценности, вы там чуть ли не на грани уже ядерной, холодной, там какой угодно войны, но мы вас садим за один стол, чтобы вы хотя бы в случае конфликта там пытались найти консенсус, компромисс, и это, знаете… Но не работает. Да, это же не работает. Знаете, это конфликт двух внешнеполитических стратегий, потому что есть стратегия идеалистская и реалистская. Да, идеалистская исходит из того, что есть какое-то международное сотрудничество, если постараться, оно будет работать. Реалистская исходит из того, что государство действует прагматично в рамках своих интересов, и международные вот эти все организации – это только площадки для реализации национальных интересов, и Россия исходит именно из этой логики. К сожалению, Украина очень мало уделяла этой позиции внимания, но Украина все тоже ближе к логике того, что международные организации – это все равно площадки по реализации, в первую очередь, национальных интересов. И мы понимаем, что ждать от ООН каких-то качественных шагов в сторону России как минимум глупо до тех пор, пока Россия является членом Совета Безопасности и, по сути, имеет право вето на решение ООН. Почему бы не исключить тогда Россию из Совета Безопасности? Мне кажется, что вот как раз вот это и не находит международного консенсуса не потому, что Россия там заслужила это право, потому что Россия обладает слишком большой военной мощью и довольно-таки сомнительной договороспособностью, поэтому это попытка, знаете, просто не дразнить такого волка. То есть, а вообще технически это сделать можно? Есть механизм? Да, это возможно, однако самая главная проблема в том, что Россия имеет ядерное оружие, военную силу, и в России все прекрасно понимают, то, что такой инструмент, он теоретически мог обсуждаться, и обсуждался, скорее всего, в 90-х годах, потому что когда Россия была не в самом лучшем и в военном, и в дипломатическом состоянии, то… Тогда вопрос, какое будет ей отведено место на международной арене, он оставался очень острым. И Россия до сих пор через свою агрессию, она пытается замять внутри себя эту травму вот этого вот постоянного якобы унижения, да, того, что ее там хотели лишить чуть ли не суверенитета. Хотя это, конечно, не так, это их гипертрофированная оценка. Сейчас представители стран Восточной Европы, Польша высказывают обеспокоенность в связи с проведениями учений «Запад-2021», в частности, на территории Беларуси. И недавние заявления Александра Лукашенко о намерениях закупить у России вооружение там, на сумму $1 миллиард, я если не ошибаюсь, и размещение российских зенитно-ракетных комплексов на белорусско-украинских границах еще больше вызывают эту обеспокоенность. Как вы думаете, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки разделяют эти опасения? В первую очередь разделяют как раз касаемо Беларуси даже больше, чем Украины, потому что в случае гипотетической реализации того проекта союзного государства, который сейчас хочет Россия, с общей армией, с, по сути, общей системой безопасности, общей валютой, то есть фактическая ликвидация любого суверенитета Беларуси, это создает такую геополитическую реальность, как Сувалкский коридор, когда с одной стороны Калининградская область, с другой стороны оккупированная Беларусь окружают и отрезают от остальной Европы практически полностью три балтийских государства,
и между ними расстояние такое, что буквально полчаса танкового марша, и эти государства находятся в мешке. И в первую очередь Германия на самом деле этого сценария очень не хочет, потому что Германия не хочет воевать никакой ценой. Германия понимает, что мобилизовать своих граждан на войну не удастся. В Германии настолько сильна антивоенная риторика, что тот политик, который рискнет применять где-то вооруженные силы Германии в масштабном конфликте, да, не в миротворческой операции, он, скорее всего, будет делегитимизирован самим немецким народом. Поэтому для Германии белорусский вопрос, он является крайне важным. И крайне важна для Евросоюза сама фабула этих учений. Потому что, согласно фабуле учений, Центральная Федерация, да, это название из плана учений, и Республика Полесье, да, то есть РФ и Республика Беларусь, проводят боевые действия примерно на востоке Польши и примерно на юге Литвы. Согласно некоторым картам, распространенным в связи с учениями, польский город Белосток принадлежит Беларуси, и город Вильнюс тоже является оккупирован в одном из сценариев. Поэтому, безусловно, это такой, с одной стороны, российский сигнал. Он касается сразу целого ряда вопросов. И в первую очередь Северного потока. Потому что Беларусь – это очень актуальный для влияния на Германию плацдарм. Потому что любая восточная граница ЕС, любой кипиш на границе – это всегда огромное количество беженцев, это огромные политические проблемы, экономические, нестабильность, оборот оружия, наркотиков. Поэтому для Германии самый главный вопрос, чтобы не стреляли, причем любой ценой. Я сейчас предлагаю подключить к нашему эфиру Олега Медведчука, генерала-майора, ветерана війни з Росією, керівника ГО «Патріотичне братство прикордонників України». Пане Олеже, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Да, вот как раз сейчас нашим гостем в студии мы обсуждали возможные угрозы со стороны Белоруссии. Вот недавно глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что в случае, если Россия полностью поглощает Беларусь, мы получаем тысячи и тысячи километров границ с агрессором. Так ли это действительно? Я хотів би, у нас виникає часто питання, чого можна очікувати від Росії. Я відповів би, що нічого доброго. Як тільки була створена Московія, то все, що супроводжувало цю державу, це була кров, агресія, брехня і дикунство. І якщо в даній ситуації оцінити вже ситуацію стосовно Білорусі, то Росії не потрібна самостійна держава, скажімо, навіть в союзному якомусь утворенні. Путін хоче зробити з Білорусі і з Лукашенка безпосередньо ЦАПа відбувайло. Тобто, якщо почнеться війна проти України, то і буде використана територія Білорусі, то спусковий гачок буде натискати Лукашенка, а не Путін. І це той брудний, скажімо так, та технологія гібридної війни, яка може бути застосована в даних умовах. Угу. Навчання, які ми зараз бачили, основна тактика, яка використовувалась, для чого ці навчання були проведені, це для того, щоб передислокувати військове озброєння і солдатів Росії на території Білорусі. Те, що лунає зі слів Лукашенка, що вони будуть закуповувати сучасне озброєння, звісно, ніхто там закуповувати нічого цього не буде. Це буде російське озброєння, яке буде оснащено російськими інструкторами, яке буде застосовано проти України чи Європейського Союзу в умовах боевых дій. Ну вот многие аналитики как раз говорят о том, что вот то вооружение, которое зашло на территории Беларуси под видом учений «Запад-2021», могут, в принципе, оттуда не выйти. Вы согласны с этим? И какое это вооружение? О чем идет речь? Безумовно. Ніхто вже звідти нічого не буде вивозити з озброєння. І взагалі практика така. Куди зайшла Росія, звідти її вигнати вже неможливо. А тим паче, коли Лукашенко зустрічає російських агресорів з хлібом і з сіллю.
В першу чергу Білорусь необхідна Путіну як плацдарм для базування авіації. І ті розмови, які давно йдуть, і вони вже вийшли в практичну домовленість у використанні авіаційних баз в Барановичах в першу чергу, і база, яка стосується Бобруйська, то якраз той підлітний час і ті технічні можливості, які є на цих базах, вони якраз і можуть бути використані. А другий момент – це засоби протиповітряної оборони і відповідне озброєння зенітно-ракетне, яке стосується контролю над територією як України, так і країн НАТО в Європі. Сучасна війна – це... Скажи, а можно, пожалуйста, уточнение потом к современной войне, а радиус поражения С-400 какой? С-400, як правило, це ЗРК дальньої дії і можуть використовувати до 1200 кілометрів. Тобто вони перекривають практично всю ту територію, яка може бути якимось чином використана як базування авіації на території України і країн НАТО, які примикають до найближчих регіонів території. Да, Сучасна війна – це військово-повітряна операція, наступальна операція, яка використовується в тому числі як країнами НАТО, всіма сучасними країнами. Як правило, широкомасштабна війна – це не обов'язково, коли йдуть танки і піхота. Це довготривалі заходи, які стосуються захвату контролю над повітрям, і коли знищуються пункти управління, командні пункти, пункти державного управління і стратегічні об'єкти промисловості. Фактично, країна втрачає способність управляти, способність поновлювати економічні ресурси, а потім вже працює, скажімо так, наземна операція або інші засоби впливу політичного примусу до так званого миру, фактично капитуляции. Пане Олеже, и вот еще один вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить, а именно ситуация с привлечением жителей временно оккупированных территорий к выборам в Российскую Госдуму и, собственно, вот эта массовая паспортизация жителей ОРДЛО. Чем это нам грозит? Я хотів би почати з того, щоб нагадати всім нам, що декілька місяців назад з'явився трактат, умовно кажучи, написаний Путіним про один народ і тому подібне. Да. Якщо один народ, це одна історія і одна територія. От з цього треба починати. І це вже елемент конкретного навіть не натяку, а конкретних дій про те, що у нас все спільне. У нас спільна історія, у нас спільна територія, і нам нічого ділити, а це тільки політики нас роз'єднують, умовно кажучи, і так далі. Так от, те, що стосується Донбасу і використання громадян України, які вже отримали якимось способом російські паспорта, це якраз показати, що єдиний стратегічний простір, що громадяни України і Україна взагалі, вона вже живе в єдиному нашому просторі руського міра, так би мовити. І другий момент, звісно, що провладні партії в Росії, вони дуже суттєво втратили в своєму рейтингу. І їм треба максимальна підтримка, яка на даний час буде здобута шляхом використання різних технологій, в тому числі і за рахунок населення окупованих територій Донбасу. Дякую вам дуже, пане Олеже Чухсагуну, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олег Медведчук, генерал-майор, ветеран війни з Росією та керівник громадської організації «Патріотичне братство прикордонників України». А тем временем Украина призвала Россию в трехсторонней контактной группе в Минске ускорить подготовку к обмену пленными и разблокировать работу КПВ. Украинская делегация напомнила о представленных ранее гарантиях безопасности.
Українська делегація закликала російську сторону зосередитися на відповідальній роботі щодо порядку денного та виконання рішень лідерів держав нормандського формату, зокрема Паризького саміту. Также наша делегация в трехсторонней контактной группе в Минске акцентировала внимание на выполнении политических требований, в частности закрепленных на Парижском саммите Нормандской четверки еще в 2019 году. Українська делегація закликала російську сторону прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб та забезпечити розблокування роботи КПВВ з російської сторони. Українська делегація ще раз нагадала, що відповідні гарантії безпеки були надані Україною послідовно 31 серпня та додатково підтверджені сьогодні. Пане Ярославе, на днях представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш сказал о том, что Россия сорвала обсуждение в рамках ТКГ формулы Штайнмайера. И здесь новость даже не в том, что Россия сорвала там обсуждение, она в принципе это всегда делает, а новость в том, что оказывается в трехсторонней контактной группе в Минске мы обсуждаем все же имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство. И, собственно, это подтвердил сейчас Алексей Резников, вице-премьер-министр, который сказал о необходимости выполнения коммюнике по итогам Парижского саммита 2019, в котором, в принципе, и прописана формула Штайнмайера, которую нужно имплементировать в украинское законодательство. То есть мы все-таки формулу Штайнмайера обсуждаем. Зачем? Потому что до этого мы говорили, все говорили о том, что формула Штайнмайера идет вразрез с украинскими национальными интересами. И имплементировать формулу Штайнмайера нельзя. Невозможно. Не получится. Я на самом деле склоняюсь к тому, что действительно формула Штайнмайера, она обсуждается, она всплывает вот в этих всех политических вопросах на разных политических площадках, не в последнюю очередь потому, что Германия публично заявила устами Ангелы Меркель, что ее хорошо бы вот имплементировать, мол, в украинское законодательство. Однако мы понимаем, что позиция Германии на самом деле не решающая в вопросах отстаивания украинского национального интереса. Германия является тут скорее в статусе такого себе посредника в нормандском формате и не более. То есть, по сути, реализация этой формулы, да, это предложение от Германии, мол, типа, вводите, и все будет нормально, по крайней мере, для Германии. Однако, на самом деле, реализация любых уступок, она зависит исключительно от украинской воли. То есть понятно, что для всех игроков, кроме Российской Федерации, нету какой-то большой потребности Украине выкручивать руки. Если она не хочет принимать, к примеру, формулу Штайнмайера, потому что в конечном итоге это выкручивание рук, оно приводит к еще большим жертвам, к обострению ситуации. Да, если мы превратим, к примеру, Украину в некую Боснию и Герцеговину на востоке Европы, то как раз вот Евросоюз будут первые, кто от этого проиграет, потому что, как я говорил, нескончаемый поток беженцев, оружия, наркотиков, всего чего угодно. Да, но с Россией понятно, мы зачем это обсуждаем? Зачем нам выполнение формулы Штайнмайера, которая предусматривает сначала выполнение политической части Минских соглашений? Ведь все это время мы настаивали и настаиваем на том, что нужно сначала выполнить часть безопасности, вопросы безопасности, а потом уже говорить о выполнении политической части Минских соглашений. Зачем? Я скажу так, что на самом деле это могут быть дискурсивные игры. То есть Украина как бы поднимает снова вопрос, но нету, во-первых, полноценного перемирия на фронте, который является вообще первым пунктом выполнения любой части Минска. Во-вторых, мы понимаем, что Российская Федерация, она, очевидно, в этой истории с формулой Штайнмайера очень сильно блефует. Потому что вполне возможно, да, даже если мы гипотетически проводим какие-то там выборы, то
никто отдавать контроль за границей, которую там россияне отбивали с кровью, да, никто не собирается, потому что там точно так же, я уверен, рассматривают сценарий, что Киев все равно может и после этого реализовать какой-то силовой путь. Так после выборов можно уже и границу, в принципе, отдать. А что? Прокси-режим, пожалуйста, да, конфедерация в стране, все, что хотели, получили. Вот взяли вот эти прокси-режимы в тело, политическое тело Украины, внесли. И все. А зачем уже тогда границу держать, в принципе? Ну, потому что на самом деле... Так не в этом ли цель была? Цель была на самом деле в том, чтобы международно-правовой вот этот вот статус виновника за ситуацию на Донбассе России сбросить и перевести ситуацию в плоскость некоего внутреннего конфликта Украины, да, за который могут наложить санкции на Донецк и Луганск, что вряд ли, да, но на Россию уже не будут накладывать. А те старые санкции снимут. Вообще весь смысл сугубо в санкциях. Реализация формулы Штайнмайера сейчас невозможна по той простой причине, что, во-первых, в реальности, в краткосрочной перспективе она не даст ничего положительного, только обострение конфликта. Пане Ярославе, я предлагаю підключитися к нашому ефіру пану Олександра Коваленко, військового та політичного глядача. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Да. Пане Александра, мы как раз гостем нашей студии. Вы наверняка слышали часть нашей беседы. Обсуждаем заявление Сергея Гармуша, представителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске, который сказал буквально несколько дней назад, что Россия сорвала обсуждение имплементации формулы Штайнмайера в рамках ТКГ. И вот сегодня мы слышали заявление вице-премьер-министра Алексея Резникова, который тоже акцентировал внимание на необходимости выполнения коммюнике от 2019 года, в котором, собственно, и прописана эта формула Штайнмайера. Зачем мы снова возвращаемся к этой формуле? Зачем мы ее обсуждаем, на ваш взгляд, если до этого мы говорили и говорим о том, что она противоречит украинским национальным интересам? Ну, в первую очередь стоит отметить, что сама по себе формула Штайнмайера, она уже говорит об авторстве ее, авторстве, кто предложил данную, скажем так, упрощенную формулировку Минских соглашений, а именно речь идет о таком немецком политике, как Франц-Вальтер Штайнмайере. И в данном случае стоит ее рассматривать исключительно именно как своеобразную вариацию немецкого политикума в рамках рассмотрения проблематики конфликта на Донбассе вот именно под таким углом, под упрощенной формулой решения этой проблемы. Да? Безусловно, она нас не устраивает, поскольку она не подразумевает целый ряд, скажем так, пунктов, которые должна выполнять, например, страна-оккупант Российская Федерация. Она подразумевает именно выгодные для Российской Федерации шаги по решению конфликта на Донбассе. Как-либо это связано с достаточно тесными, я бы назвал, дружественными отношениями непосредственно господина Штайнмайера с представителями российского политикума, ну, это уже пускай будет второй вопрос. Но то, что сама по себе формула была озвучена, она была предложена, пользуясь политическим статусом господина Штайнмайера, и она должна так или иначе, но как один из элементов представителя нормандской четверки, озвученной в ходе, опять же, нормандских встреч, рассматриваться, увы, к сожалению, да, мы ее должны рассматривать. Будет ли она как-либо реализована в рамках урегулирования конфликта и вообще как-либо обозначена в нашем законодательстве, это тоже вопрос на сегодняшний день нерешенный. Но исключительно как такого рода политическая игра, я рассматриваю это исключительно так, поскольку в целом какая-либо реализация именно данной формулы – это в первую очередь, как минимум, измена интересам украинского государства. Ну, вы сказали, что, в принципе, эта формула Штайнмайера подразумевает выгоду России. Тогда возникает вопрос, почему, на ваш взгляд, Россия в рамках трехсторонней контактной группы в Минске обсуждение формулы Штайнмайера сорвала, если она действительно ей выгодна. Мы понимаем, что первый план у России был это вот инкорпорировать эти прокси-режимы в политическое тело Украины. Или же вот то, что они сейчас срывают, говорит о том, что у них появился какой-то новый план по Донбассу, по Крыму
режиму по Украине? Да. В первую очередь Российская Федерация достаточно часто срывает встречи в рамках ТКГ. Это уже как бы не новость. Подобного рода неадекватное поведение, оно уже стало своего рода как нормой. А в целом для Российской Федерации важен скорее все-таки предметный разговор. Предметным разговором является в первую очередь уже непосредственно какая-либо результативность от реализации данной формулы в законодательстве, либо в ином формате. На сегодняшний день любое обсуждение формулы Штайнмайера, оно приводит к тому, что украинская сторона как таковая поднимает вопрос о том, что в первую очередь в данном конкретном случае ущемляются интересы Украины по таким-то пунктам. Россия не приемлет подобного рода дискуссии, поэтому ей невыгодны подобного рода дискуссии. И если и будет каким-либо образом уже непосредственно обсуждаться именно конкретно данная формула в рамках ТКГ, то исключительно в той ситуации, когда Российская Федерация будет целиком и полностью ощущать то, что решение будет принято исключительно на ее условиях. До того момента она будет лавировать, срывать встречи и так далее. Вместе с этим, вот еще какую новость хотела с вами обсудить. Вчера Политика сообщила о том, что Соединенные Штаты Америки могут продать или передать Украине компоненты системы противоракетной обороны «Железный купол». И вчера же вечером поздно Белый дом не подтвердил эту передачу, а именно Дженнифер Псаки на пресс-конференции не смогла дать четкого ответа на вопрос журналиста по этому вопросу. Вообще, насколько вероятно предоставление или даже продажа Украине такого железного купола, и что, собственно, он предусматривает? Вопрос на самом деле очень непростой. Просто на него ответить будет сложно. В первую очередь хотел бы пожалеть Джейн Псаки, хотя бы по той причине, потому что ей достаточно часто в последнее время приходится перед журналистами отвечать на вопросы, которые в той или иной степени, но связаны с материалами, публикующимися именно изданием «Политика», довольно-таки часто не соответствующих действительности. Напомню хотя бы такой интересный вброс данного издания о том, что якобы Соединенные Штаты заморозили финансовую военную помощь Украине. Как известно, это оказался фейк, который приходилось, опять же, Джейн Псаки, скажем так, опровергать. Кроме того, не так давно это же самое издание сообщало о том, что Вашингтон чуть ли не в режиме шантажа требует от Киева прекратить любую критику и дискуссию на тему Северного потока-2, что также не являлось правдой. Ну, скажем так, Политика уже давно перешел в режим незаслуживающих доверия источников. Это первый момент. Второй момент конкретно касательно данного зенитно-ракетного комплекса, который, напомню, является ЗРК, произведенным в Израиле и поставленным в Соединенные Штаты, если я не ошибаюсь, в количестве 2 дивизионов, исключительно для изучения возможности его интеграции в комплекс противоракетной обороны Соединенных Штатов. Насколько мне известно, интеграция оказалась недостаточно успешной. Поскольку все-таки, несмотря на близость технологий, его не получилось довести коэффициент полезного действия до желаемого. Говорить о том, что Соединенные Штаты могут данные комплексы продать либо передать Украине, при этом без согласования этого вопроса непосредственно с Израилем, я бы тоже не стал. Из этого возникает, безусловно, третий момент, а непосредственно нужны ли такие комплексы, железный купол Украине. В первую очередь, Украина действительно на сегодняшний день нуждается в современных видах вооружений, и среди них в том числе являются зенитно-ракетные комплексы. Но проблематика железного купола заключается в следующем. Первое. Несмотря на достаточно частое его использование, как известно, в Израиле, и высокую эффективность его использования, очень часто СМИ сообщают о том, что он уничтожает практически более чем 90% целей, по которым
ведется отстрел. Но в первую очередь, что это за цели? Это не баллистические, не высокоманевренные ракеты. Это фактически самопальные реактивные боеприпасы, выпускающиеся в режиме чуть ли не в гараже, да, которые используют Хезболла против Израиля. Поэтому говорить о высокой эффективности применения железного купола против, например, таких ракет, как используется ОТРК «Искандер» Российской Федерации, на сегодняшний день не приходится. Второй очень важный момент уже касается непосредственно интеграции данных комплексов в нашу противовоздушную оборону. А наша противовоздушная оборона, стоит это признать, представляет собой все-таки пережиток советского и постсоветского периода. Это достаточно серьезное эшелонированное ПВО, но, опять же, состоящее именно из зенитно-ракетных комплексов от малого, среднего и до большого радиуса действия именно советского образца. То есть, если Соединенным Штатам не получилось достаточно эффективно интегрировать железный купол непосредственно в свою ПРО, то у меня возникают очень серьезные опасения, что у Украины появится возможность интегрировать железный купол в нашу ПВО с, хотя бы приблизительным тем же самым КПД, как это получилось у американцев. И в заключение отмечу, что, безусловно, наше ПВО необходимо менять точно. Это 100%. Необходимо его обновлять. Но это необходимо делать не в виде вот такого вот единичного, исключительно такого узкого направления. Поскольку железный купол, данные два дивизиона, они прикроют 150 километров воздушного пространства. По площади воздушного пространства Украины это ничто. Поэтому если и переходить, то это должен быть достаточно масштабный переход, охватывающий все уровни от комплексов большого радиуса действия, заканчивая среднего и малого, а не единичные возможности. Единственный вариант, который я могу рассматривать в данном контексте, это получение железного купола исключительно для изучения технологий и дальнейших их применений уже в создании нашего национального ЗРК, либо для иных ракетных комплексов. Пане Олександре, а на ваш взгляд, почему Россия так нервозно реагирует на любое упоминание о возможном предоставлении Украине железного купола? И не только Украине, это было четко видно с Румынией, когда им передавали этот железный купол. Россия очень сильно тогда нервничала и почему-то говорила о том, что это наступательное оружие. В данном случае речь идет о ЗРК «Патриот». Да. Проблема заключается в том, что на сегодняшний день практически все те комплексы, которые используются Российской Федерацией, в частности, это серия С-300, модернизация С-300, С-400, С-400 «Триумф», фактически являющиеся глубокой модернизацией все того же самого С-300, это, опять же, те же самые советские комплексы, прошедшие ту или иную степень модернизации. Но на самом деле практически все они не были использованы в формате реальной современной войны. Они проходили испытания, они регулярно участвуют в разного рода учениях и якобы поражают успешно цели, но в действительности говорить о их реальном коэффициенте полезного действия, об их эффективности, не приходится. В последний раз, когда был использован комплекс С-300, это была война в Нагорном Карабахе 2020 года, когда Армения баллистическими ракетами ОТРК «Искандер» и «Эльбрус» обстреливала территорию Азербайджана. И некоторые из этих баллистических ракет были уничтожены комплексами С-300, а некоторые, как известно, не удалось поразить, несмотря на их уже моральную и техническую устарелость. И они, как известно, упали на город Генджа и прямо на жилые кварталы. Собственно, вот она эффективность, которую проявили С-300 в свое время, не так давно, год назад. В свою очередь, те же самые зенитно-ракетные комплексы «Патриот» за более чем 3 десятилетия своей истории неоднократно доказывали свою эффективность. В той или иной степени, да, были неудачные спуски этих ракет, уничтожения целей, но в основном это высокоэффективный зенитно-ракетный комплекс, который показал свою эффективность. И что самое важное, в отличие от американских зенитно-ракетных комплексов,
Российская Федерация, которая владеет своими С-300, она, по сути, владеет теми комплексами, к которым уже давным-давно американские специалисты имеют доступ. Ну, бывшее постсоветское пространство и так далее. Даже если говорить о комплексах С-400 «Триумф», которые сейчас поставляются в Турцию, я не уверен, не даю гарантии в том, что турецкая сторона не предоставила ту или иную информацию для американских коллег. Не буду, конечно, говорить об этом со стопроцентной вероятностью, но я в этом даже не сомневаюсь. В свою очередь, у Российской Федерации нет возможности доступа к информации ЗРК «Патриот». Кстати, что очень важно, западные зенитно-ракетные комплексы, в отличие от российских, регулярно проходят этапы модернизации. Практически ежегодно они совершенствуются. Поэтому каждая последующая серия данных комплексов – это уже совсем другой комплекс, который был 5 или тем более 10 лет назад выпущен в серию. Поэтому для Российской Федерации это довольно-таки болезненная тема, поскольку она на самом деле досконально не знает, как ее истребители или другая авиация должна себя вести в условиях, когда воздушное пространство той или иной страны прикрывается данными комплексами. Дякую вам дуже, пане Олександре. Спасибо большое за такой обстоятельний ответ. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, військовий та політичний оглядач. Пане Ярославе, я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме, которую вы уже несколько раз упомянули вскользь, но остановимся подробнее на Северном потоке-2. Стоимость газа в Европе снизится, если «Газпром» создаст точки продажи газа европейским компаниям на украино-российской границе. Об этом заявила глава правления НАК «Нафтогаза» Украины, заявил Юрій Вітренко. Давайте його послухаємо. Ситуацію з дефіцитом газу в Європі і цими рекордно високими цінами можна вирішити дуже швидко, якщо пояснити «Газпрому», що він хоча б спробував показати, що він готовий працювати за правилами, розблокувавши доступ до української ГТС для тих європейських компаній, які хочуть отримувати газ на кордоні Україна-Росія. Для цього необхідно створити на платформі «Газпром експорту» точку продажу, наприклад, на газовимірювальній станції «Суджа» на кордоні Україна-Росія. І післязавтра вже на цій точці можна продавати додаткові обсяги, щоб вони пішли до Європи. Американские же сенаторы от республиканской партии Тед Круз и Пэт Туми угрожают не давать свои голоса за кандидатов в Госдепартамент и Министерство финансов США до тех пор, пока администрация Джозефа Байдена не введет санкции против Северного потока-2. Об этом говорится в письме, отправленном в Комитет Верховной Палаты американского парламента от 2 республиканцев. Давайте послушаем, о чем там говорится. Ми сподіваємося, що президент виконає закон і введе якомога швидше санкції проти Nord Stream 2 AG, розчистивши таким чином шлях для затвердження кандидатів. Ну а тем временем бывший посол США в ООН Ники Хейли также раскритиковала действия Джозефа Байдена относительно Северного потока. Росія щойно завершила будівництво трубопроводу «Північний потік-2», який зробив Україну більш вразливою, а Європу ще більш залежною від енергії з Росії. Замість того, щоб докласти зусиль для попередження цього, Байден послаблює Америку, скасувавши будівництво трубопроводу Keystone XL і підсилює Росію. Ну, понятно, что Северный поток-2 мы уже потеряли и вряд ли каким-то образом сможем остановить введение его в эксплуатацию, как, впрочем, и этого не сделает Европейский Союз. А вот относительно Соединенных Штатов Америки, вот той цитаты, которую мы услышали от конгрессменов Сената США, они могут повлиять и остановить санкциями Северный поток-2? Я все-таки обращу внимание на то, что и Ники Хейли, и Тед Круз, и Пэт Туми – это политики республиканского лагеря. Да. То есть в конечном итоге в большинстве случаев Байден все-таки опирается на демократическую часть, да, и у него действительно есть, к сожалению, поддержка по части внешней политики. Действительно, вопрос блокировки кандидатур, он возможен, он реален, но для США стратегичным оказался не вопрос на самом деле даже роли России, а конкретно роли Германии и ее интересов.
Поэтому я сомневаюсь, что на самом деле в таком большом вопросе, как отношения США и Германии, из-за блокады республиканцами кадровых назначений будет изменена такая крупная часть внешнеполитической стратегии, потому что мы на самом деле уже видим первые черты вот этого вот примирения между Евросоюзом и США, между Берлином и США, уже какая-то синхронизация даже по заявлениям по Китаю пошла. Поэтому мне кажется, что нам нужно рассчитывать в первую очередь на то, что вот эти махинации с ценами на газ на мировом рынке, которые сейчас спровоцировала Россия, они в свою очередь приведут к абсолютно симметричной реакции именно европейского потребителя, который не хочет покупать газ за $900 за 1000 кубометров. Как будет выражаться эта реакция? Во что она выльется? В чем состоит стратегия России? В том, чтобы принудить Европу запустить «Северный поток-2», в обход решений третьего энергопакета. Да, в то же время в Германии все прекрасно понимают, что будет означать этот запуск. Да, то, что они предоставляют России политический инструмент для давления в будущем. Точно таким же образом. Да, создание какого-то искусственного дефицита на рынке, повышение цен, а вот если принять выгодное нам решение, цена вернется в свое русло. Кстати, что если пойдут на уступку однажды, уже... будет сложно дальше оправиться. И показатель как раз того, что Германия ввела третий энергопакет касаемо этого Северного потока, это есть как раз, что Германия понимает вот эту вот рисковость этой ситуации. Что предложила в этой ситуации Украина? По сути, то же самое, чтобы часть норм третьего европейского энергопакета распространялись на тот газопровод, который идет по территории Украины. Мы, конечно, понимаем, что на данном этапе об этом еще никто не думал, но, по крайней мере, это была бы выгодная стратегия, потому что и на этом газопроводе у России тогда тоже теряется право крутить вентиль туда-обратно в политических целях. И что самое главное, такая высокая цена на рынке и искусственно созданный дефицит, они открывают в первую очередь возможности для других поставщиков газа, которые еще не успели переформировать потоки, но в будущем вырастут и поставки скрапленного газа в связи с такой высокой ценой, и поставки из арабских стран. Поэтому стратегии России дотянуть как минимум до зимы не удастся. Я предлагаю підключити к нашому ефіру Михайла Крутіхіна, фахівця з нафтогазового ринку, журналіста, історика, перекладача, арабіста з Росії. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас. Салям алейкум. Здравствуйте. Добрый день. Да. На ваш взгляд, насколько далеко может пойти Россия в шантаже Европейского Союза по Северному потоку-2? Я думаю, здесь есть ограничения, поскольку при чрезвычайно высоких ценах на газ, если эта ситуация продлится, потребители будут переключаться на другие энергоносители. Мы уже видим, что увеличилось потребление угля в Германии, в Польше и в других странах. Мы видим, что в Германии заговорили о том, что надо замедлить программу отказа от ядерной энергетики. То есть мы видим, что несмотря на высокие, потенциально высокие налоги, так называемые углеродные налоги, может оказаться, что использование угля окажется выгоднее для электростанций, чем использование газа. И поэтому, если «Газпром» действительно участвует в таком шантаже и в нагнетании цен на газ, то делает он это не вполне продуманно, потому что это может выйти российским поставщикам боком. Могут сократить потребление российского газа. Вот гость нашей студии, пан Ярослав, сказал, что целью России является вынудить Европейский Союз этим шантажом пойти на отказ норм третьего энергопакета. Насколько это реально? Нет, это мы уже видели. Были такие попытки, в частности в Германии, в отношении газопровода «Опал». Была такая попытка, когда германские регуляторы решили, что им можно этим газопроводом пользоваться на 100% для прокачки российского газа. Вмешался суд, который, Европейский суд,
И суд принял решение, что нужно соблюдать нормы третьего энергетического пакета, и не только его, а есть еще такое положение в основополагающих документах Евросоюза, как соблюдение солидарности, энергетической безопасности участников Евросоюза. Если какой-то проект наносит ущерб кому-то из членов Евросоюза, ну, в том случае, например, Польша возбудила такое дело, то есть по польской территории в результате строительства Северного потока-2 могло пройти меньше транзитного газа, Польша теряла бы в транзитных поступлениях в бюджет, и суд вынес решение в соответствии с законодательством Евросоюза. И я думаю, даже в этом случае, если вдруг германский регулятор разрешит нарушать нормы энергетического пакета, то на это есть суд, на это есть Еврокомиссия и европейские органы, которые не позволят так поступать. Но могут быть ведь и форс-мажорные обстоятельства, какие-то провокации, возможно, даже диверсии. А мы с вами говорим о таком форс-мажоре, об авариях на газопроводах. Да. Ну что, Россия показала и не один раз, что она способна устраивать такие фокусы для того, чтобы каким-то образом повлиять на рынок газа или даже рынок нефти. Мы видели, это произошло в Туркменистане. Да. Когда в 2010 году была договоренность о закупках туркменского газа по европейской цене, как было написано в соглашении, а цены вдруг взяли и повысились. И Россия поступила очень просто. На своей стороне границы она перекрыла на какой-то момент задвижки на газовых трубах, и из-за резкого скачка давления полопались в нескольких местах трубы, которые вели из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию. И с тех пор перестала получать этот газ, ссылаясь на такой форс-мажор. Я не исключаю, что и в данном случае могут произойти какие-то аварии. Как мы уже видели, с начала года было 7 аварий на российских магистральных газопроводах и на Новоуренгойском заводе по подготовке газа к экспорту. То есть нельзя исключать, что это не продолжится. Какова вероятность того, что Россия может пойти на такую провокацию зимой, особенно когда она будет очень холодной? Нет, ну зимой-то Россия уже по политическим мотивам отключала прокачку газа на направлении Европы. И в 2006-2009 году вдвое сокращала зимой 2014-2015 года. Так что перспектива, история показывает, что это не только возможно, но, скорее всего, ожидаемо. А куда может залететь цена сейчас? Вот сегодня мы увидели, что она упала пока на 10%. А что будет дальше с ценой на газ? А сейчас цена на газ, я думаю, определяется даже не спросом и предложением, не вот этими вот паническими криками о том, что Европа вдруг начнет замерзать, ей не хватит зимой газа. Она определяется большой игрой спекулянтов на финансовом рынке, где торгуется некоторое количество инструментов, привязанных к природному газу, фьючерные контракты и всевозможные деривативы, опционы, свопы и так далее, и так далее. Вот там такая цена и взлетела, а не взлетела потому, что газа вдруг не хватает. Но если посмотреть на газовые хранилища в Европе, исключая газпромовские емкости, то получается, что они находятся по заполняемости где-то в середине коридора, пятилетнего коридора. То есть никакой паники не должно быть. А панику раздувают вот в плане как раз первое шантажа и второе для нагнетания цен в интересах финансовых спекулянтов. Ну вот, некоторые говорят, что здесь может быть и экономическая составляющая, потому что вот поднятие, искусственное создание дефицита и поднятие цен, вот такие цены могут быть неподъемными для Европейского Союза, и в особенности, когда сейчас такая стагнирующая экономика в пандемию коронавируса. Может ли действительно стоять задача частично убивать экономику Европейского Союза таким образом? Ну, я так далеко смотреть не буду, потому что политические цели здесь мне серьезные не просматриваются. Это безумная совершенно безумная манера поведения, поэтому тут комментировать нечего. Я думаю, наоборот, если
бизнес-субъекты исходят из интересов рынка, то сейчас надо всячески стабилизировать этот рынок, наполнить его газом и успокоить вот эту панику, которую раздувают всяческие Блумберги и так далее, на пустом месте, я бы сказал. Блумберг, кстати, недавно сообщал о том, что 1 октября уже могут запустить в эксплуатацию «Северный поток-2». Вчера эту информацию Миллер уже опроверг. А как вы думаете, когда действительно будет введен в эксплуатацию «Северный поток»? А это я не знаю, нужно посмотреть. Вы понимаете, для того, чтобы он нормально работал, нужна сертификация некая, даже не технологическая и не экологическая сертификация, а германский регулятор должен вынести решение о том, соответствует ли вот этот проект нормам так называемого анбандлинга. То есть оператор проекта независим от владельца газа или нет. Ну а поскольку мы видим, оператор проекта — это швейцарская компания, которая на 100% принадлежит «Газпрому», поэтому решение об анбандлинге будет, разумеется, совершенно определенным. Здесь не соблюдаются нормы третьего энергетического пакета. Вот это решение немцы передадут европейскому регулятору, а те, как ожидается, накажут штрафом вот этого оператора. Они, насколько я понимаю, не имеют права запретить что-то в этом проекте или запретить прокачку газа, но наказать штрафом и предписать германскому регулятору что-то с этим делать европейцы вполне способны. А дальше уже, судя по всему, начнутся суды. Пане Михайло, и вот такой еще вопрос. Недавно Польша заявила о том, что с 2023 года она отказывается от российского газа и хочет добывать газ в Украине. На ваш взгляд, насколько это реально и на что может пойти Россия, чтобы не допустить этого? Ну, Польша может это сделать в плане отказа от российского газа. У нее есть, во-первых, терминал по приему сжиженного газа. Заканчивается прокладка газопровода по Балтийскому морю, который дополнительно даст газ Польше из Норвегии через датскую территорию и морем. И ну, вполне возможно, что будет расширенный коридор газотранспорта между Польшей и Украиной. А вот насчет содействия Украине в добыче газа, это благородная цель, и я думаю, это вполне возможно, поскольку мне понятно, что газовые проекты на Украине вполне реалистичны, если применять к ним современные технологии, которые могут уже из разведанных месторождений получить больше газа, чем прежде, с помощью применения так называемых вторичных и третичных методов стимулирования пласта. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время и подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Михаил Крутихин был с нами на прямой связи, эксперт по нефтегазовому рынку, журналист, историк, переводчик, арабист с России. Пане Ярослава, в заключение, что скажете, как нам сейчас в Украине действовать в данной ситуации? Есть ли у нас действительно гарантии, что до 2024 года какой-то объем газа через нашу территорию будет продолжаться? И второй вопрос, а что будем делать после 24-го? Во-первых, действительно, в 2023 году заканчивается строительство польско-норвежского проекта Baltic Pipe, из которого мы тоже можем получать газ. И вчера я имел возможность слушать посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого, который говорил, что хорошо бы, если бы Украина у нас нашла возможность покупать газ, потому что это бы серьезно укрепило экономические связи и России, и точнее и Украине этот газ был бы точно не лишним. В то же время гарантии существования нашей трубы, они, конечно же, сохраняются в силу того, что Германия прекрасно понимает, что лучше оставить какой-то объем на этой трубе, чтобы она хотя бы сохранялась как инфраструктурное явление, да, потому что если там не будет прокачиваться газ вообще, она придет в негодность. А в этих ситуациях, когда происходят какие-то странные аварии на газопроводах, иметь запасной путь всегда очень важно. Но сейчас самое главное, чтобы Германия и Европейский Союз, Еврокомиссия согласовали вот эту вот действительно регуляторную политику управления и газопроводом «Северный поток-2», и газопроводом, который находится в Украине. Нам очень повезет, если действительно нам удастся достичь действия третьего энергопакета и на наш газопровод,
как это предлагает «Нафтогаз». Однако сейчас это только идея. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чухсалом, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Ярослав Бушко, голова Центру політичних студій «Доктрина», був гостем нашей студии. А мы с вами не прощаемся, сейчас прерываемся буквально на 5 минут, и после вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь» на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коршкевич.